Если у вас сегодня вечером есть Библии с собой, то вы можете открыть их на 11 главе к Евреям. К Евреям 11 глава. И в первом стихе написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Аминь. Слава Богу. Я ищу лица Божьего перед тем, как учить и проповедовать. Всегда, в дневное время, когда проходят семинары, я учу людей на тему молитвы. Но на предыдущем вечернем служении мы просили, чтобы Дух Святой ввел нас, направлял и руководил нами. И я молился Богу сегодня. И Он сказал мне: вернись к основам веры. Вернись к теме азбука веры. Знаете, я нахожусь в служении веры уже 66 лет. И мы учим об уровне веры, на котором хотели бы находиться сейчас. Но мы никогда не были на этом уровне. И новое поколение растет, которое не слышало об основах веры. И иногда нам нужно возвращаться к основам и учить на эту тему. Когда-то я проповедовал в Далласе, в Техасе. Мы проводили семинары на тему «Вера» в течение всей недели. И я учил дважды в день, утром и вечером. И один местный пастор подошел ко мне и задал мне вопрос: «Почему вы так много учите о вере?» Я ответил ему: во-первых, вы не можете быть спасены без веры. Если вы посмотрите в книгу к Ефесянам во 2 главу, в стих 8 там написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар». Без веры вы не можете получить спасение. Также я сказал ему: во-вторых, если у тебя нет веры, ты не можешь жить для Бога. Потому что написано в Библии, в книге к Римлянам 1:17, Галатам 3:11, Евреям 10:38, «Праведник верою жив будет». Вы не можете жить для Бога, ради Него и для Него без веры. Еще я сказал ему: вы не можете жить христианской жизнью, ходить в христианстве без веры. Потому что в Библии написано во 2 Коринфянам 5:7, там написано: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Также я сказал ему: без веры ты не сможешь угодить Богу. Потому что в Евреям 11:6 там сказано: без веры угодить Богу невозможно. Еще я сказал: без веры ты не можешь расти духовно. Да, ты можешь возрастать в разных сферах, но в духовной сфере ты не сможешь развиваться, если ты не возрастаешь в вере. Во 2 Фессалоникийцам 1:2 говорится: «Возрастает вера ваша». Также я сказал тому пастору: ты не сможешь одержать победу без веры, и ты не сможешь стать победителем. Потому что если мы посмотрим в 1 Иоанна 5:4, там говорится: «Рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Когда я ему все это рассказал, он сказал: «О Бог мой, я прослужил 25 лет и до сих пор еще не начал проповедовать». Раньше он не проповедовал о тех вещах, о которых я ему говорил сейчас. Слава Богу за все. Аллилуйя. Что означает слово «вера»? Я прочитал в переводе в Библии короля Иакова: «Вера — это уверенность в том, на что мы надеемся. И мы уверены, что мы получим, хотя и не видим то, что мы хотим получить». И еще в другом переводе я прочитал: «Вера дает нам чувство осуществления ожидаемого». Вы должны понимать, что надежда смотрит в будущее, она направлена в будущее. Не упустите ничего. Постарайтесь понять это. Павел говорит нам в 1 Коринфянам в 13 главе: «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Спасибо Богу за надежду. И спасибо Богу за любовь. Но любовь не может заменить веру. Но и вера не может работать без любви, потому что они взаимосвязаны. Вера же есть осуществление ожидаемого. Мы всегда надеемся. Надежда — это очень важно. Вначале нам нужно надеяться. Это первый шаг. Но потом вам нужно пойти дальше. Слава Богу. И вам нужно сделать шаг веры. Дух Святой говорит нам через апостола Павла: вера находится в нереальности надежды, которая потом приносит ожидаемое, то, на что мы надеемся. Оно приносит ожидаемое в реальность. И, как написано, это и есть уверенность в невидимом. Что это значит? Например, вы надеетесь на финансы, чтобы ваши нужды были восполнены. И вера дает вам уверенность, что деньги придут, когда придут или появятся нужды. Вы надеетесь получить физические силы, чтобы сделать работу, которую вы должны сделать.
Но вера говорит, как и говорит Писание, «Господь укрепляет меня, и Он моя сила». И если Господь моя сила и крепость, так кого мне бояться? Другими словами, вера всегда находится рядом со Словом Божьим. Вера берет сторону Слова Божьего. Неверие переходит на сторону, которая против Слова Божьего. И в Ефесянам, во 2 главе, в 8 стихе говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Как же получить веру, чтобы быть спасенным? В Римлянам 10:17 говорится, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Другими словами, вера говорит те же вещи, что и Слово Божье говорит. Как я уже и говорил, неверие занимает сторону против Слова. Но вера находится на стороне, которая за Слово. И сегодня так много христиан, которыми управляет неверие. И они пытаются, а потом удивляются, почему у них ничего не получается. И почему их нужды не восполняются. Это происходит потому, что они заняли сторону, которая против Слова Божьего. И если я перейду на сторону, которая против Слова Божьего, тогда получается, что я выступаю против Бога. Мне нужно быть на стороне, которая с Богом. Аллилуйя. Вы можете сказать аминь на это? Если вы хотите, чтобы Слово Божье работало в вашей жизни, будьте на его стороне, на стороне Слова Божьего. Займите эту сторону. Один из самых лучших способов в мире выяснить что-то. В первую очередь нужно точно знать, что это, чтобы в дальнейшем вы более ясно видели картину происходящего. В первую очередь нам нужно осознать и понять, что надежда — это не вера. Надежда очень важна. Я хочу, чтобы вы поняли. Вначале у вас зарождается надежда, а потом уже появляется вера. Но не останавливайтесь только на надежде. Вера же есть осуществление ожидаемого, то, на что мы надеемся. Эти вещи, пока их нет в реальности, но они материализуются в будущем. Вера. Скажите, она моя, и она у меня есть. Когда вы мотивируете людей, чтобы они поступали по вере, этим самым вы подталкиваете их к тому, чтобы они в дальнейшем могли получить благословение. Или же в другом случае вы молитесь и делаете то, что вы хотите делать, но не преуспеваете. Почему? Потому что вы избираете сторону против Бога. Станьте на сторону Слова Божьего. И вера — это не надежда. И также вера, она не в голове, она находится в сердце. Я помню то время, когда я болел и был прикован к постели. Это было 66 лет назад. Прошло очень много времени. И вспоминая то время, я назвал один семинар, который я проводил «Вера в голове против веры, которая в сердце». Вера, которая в голове, значит, что ваша вера основана на том, что ваши физические чувства говорят вам. Но вера в сердце, она основана на том, что Слово Божье говорит вам. И после того, как я получил исцеление, прошли годы, и я встал с постели и был полностью здоров. Один доктор сказал мне, что вера — это ментальное соглашение. Да, и я понял, что это так. Вера физическая, вера, которая в голове, это ментальное соглашение. И ментальное соглашение, и вера, которая в голове, это одно и то же. Но вера, библейская вера, она в сердце. Библия говорит, человек верит сердцем. И поэтому надежда не является верой. Ментальное, умственное соглашение — это не вера. Потому что, снова повторюсь, умственное соглашение основано на том, что вам говорят ваши физические чувства. В 1944 году я проводил служение пробуждения в Техасе. Как быстро летит время. Это было как будто несколько недель назад. Был август 1944 года. И я увидел одного джентльмена, который выделялся среди всех людей, которые там были. Это была маленькая церковь, которая состояла из 100 и 150 членов. Но на самом служении присутствовало около 300 человек. Помещение было заполнено. И я увидел этого человека. Он был хорошо одет. И пастор этой церкви на ухо прошептал мне, что этот человек местный бизнесмен. И его жена является членом нашей церкви. Пастор мне рассказал, что несколько лет назад этот человек выходил на молитву покаяния со своей женой, и они получили спасение. Его жена, она осталась в церкви. Он же отошел от Бога и 3 года не приходил в церковь. И когда я сделал призыв к покаянию и пригласил людей, чтобы они вышли вперед, этот человек, этот бизнесмен, он сделал шаг вперед и вышел. И начал молиться молитвой покаяния. Он молился вместе с другими людьми. Он повторял слова молитвы покаяния, но внезапно, не закончив молиться, он пошел и вернулся на свое место и сел. Я закончил молитву, подождал, пока люди вернутся на свои места, и после этого я подошел к нему. Подошел, познакомился, представился ему. Он не знал, кто я. Я-то уже знал немного о нем, ведь пастор рассказал мне.
Я сказал им: «Я видел, как вы вышли на молитву покаяния, и потом через какое-то время ушли и сели на свое место». Он сказал: «Да, я получил спасение в этой церкви 7 лет назад, но потом я отошел от Бога и в течение 3,5 лет не ходил ни в одну церковь». Он сказал: «Знаете, я жил неправильно, жил в грехе, и вот сегодня вечером я вернулся». И я спросил: «Как вы думаете, Господь простил вас?» Он сказал: «Нет». Я спросил: «Откуда вы знаете, что Он не простил вас?» Он сказал: «Я не чувствую, что Он простил меня». И здесь мы можем видеть, что его вера не была крепкой. Он не был на стороне Божьего Слова. Он взял сторону, которая была против Божьего Слова. Я сказал ему: «Разве вы не молились? Разве вы не исповедовали свои грехи?» Иисус и Библия говорит об этом. Если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Он сказал: «Да, я знаю об этом». Я сказал ему: «Разве вы не исповедовали свои грехи? Вы говорили, что жили в грехе, но вы исповедовали свои грехи». «Да, да», сказал он. «Написано, — сказал я, — что если мы исповедуем наши грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И затем я сказал: «Он простил вас». Но в ответ я услышал: «Нет, Он не простил». Я спросил: «Откуда вы знаете?» Он сказал: «Я не чувствую, что я прощен». Я сказал ему: «Тогда получается, что Библия — это ложь, Бог лжец, Иисус лжец, потому что Он сказал: я прощу, и не исполнил свое слово. Так получается?» И я повернулся, чтобы уже уйти от этого человека. Я сделал 3 шага, и тут внезапно за своей спиной услышал крик. Я повернулся и увидел, как он подпрыгнул и упал на пол. Я подошел к нему, и он сказал: «Знаете, Господь простил меня». Он простил меня давно, но я только сейчас это осознал. Видите, когда я побудил его поверить своим сердцем, то это сразу же принесло результат. Вы будете иметь результат, если будете верить сердцем. Слава Богу за это. Спасибо тебе, Господь Иисус. Когда-то я рассказал одну историю. Некоторые из вас, наверное, слышали ее. Это история о Смите Вигглсворте. Он был здесь, в США. Я никогда лично его не слышал, как он проповедует, но я читал его книги и слушал его записи. Кто-то спрашивал меня: «Вы понимаете, о чем он говорил?» Я сказал: «Да». Он говорил на моем языке. Я понимал все, о чем он говорил, потому что он был человеком веры, и я человек веры. И последний раз брат Вигглсворт был здесь, в Америке, в 1937 году. И это было хорошее время, по его словам. Не в 1937 году, это было в 1934 году. Он и его спутники остановились в Далласе и были там 3 дня. Его зять проводил дневное служение, и он проповедовал людям, а Смит Вигглсворт проводил служение в вечернее время. Он и его команда проводили крусейды исцеления, и была серия служений, которая проходила 3 дня. И со сцены говорили, что если вы вчера выходили вперед и за вас молились, за ваше исцеление, то была просьба к этим людям во второй раз не выходить к сцене, потому что за них уже молились. И мне рассказывали, что людей было так много на этих служениях, что они выходили не к подножию сцены, а поднимались на сцену, и там уже наполняли ее всю. Брат Хокинс был пастор-помощник на тех служениях, и он помогал людям подниматься и спускаться вниз. И опять говорили со сцены: люди, которые выходили вперед прошлым вечером, сегодня им уже не нужно выходить второй раз. И брат Хокинс рассказывал, что один человек пришел на костылях. И вот этот мужчина поднялся на сцену на костылях, и брат Хокинс помог ему. Брат Хокинс рассказывал: «Я помню, как после молитвы я помогал этому мужчине вчера сделать несколько шагов самостоятельно без костылей. И у него получалось это. И я помог снова ему подняться на сцену. Люди выстроились в линию, и брат Вигглсворт служил каждому из них. И вот он подошел к этому мужчине на костылях, и Вигглсворт возложил руки на них, и он начал молиться. Потом он остановился и сказал: «Эй!» В тот момент он был очень грубый. Он задал вопрос человеку: «Ты был вчера вечером здесь? Ты стоял здесь в очереди?» Мужчина ответил: «Да, я был здесь, но я не получил исцеления». Вигглсворт сказал: «Не говори мне о своем неверии больше. Ты получил свое исцеление еще вчера. Если у тебя нет физического чувства того, что ты исцелен, это не значит, что ты не исцелен». И потом он взял его, развернул и вытолкал его со сцены. Тот человек находился на стороне, которая была против слова. Он был в неверии. Этим самым он был на стороне, которая против Бога. Я помню, однажды я и мой сын проводили служение, и это собрание передавали по радио. И в любой части нашей страны люди могли услышать, что там происходило. И одна женщина пришла на костылях, и я возложил на нее руки. И сила Божья сошла на нее. И под действием помазания она упала на пол. И даже когда служение закончилось, она продолжала лежать на полу. Служение закончилось, и я ушел. Она очнулась, встала, взяла костыли и пошла к столу, где продаются книги. Я не видел этого, но мне потом рассказывали. Она подошла к книжному столу, чтобы купить несколько книг. Потом она пошла к своей машине. Она рассказывала, что не могла управлять своими ступнями машиной. Она должна была управлять машиной с помощью специального оборудования. И она рассказывала: «Я стояла там, возле машины, мне нужно было достать ключи. И я положила книги на крышу машины. И когда я искала руками ключи, то оставила костыли и поняла, что стою сама, без костылей. Они не поддерживают меня. Я исцелена.
Да, вот так получилось. Я просто захотела купить несколько книг. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Всегда оставайтесь на стороне Слова Божьего и будьте уверены в том, что вы получите. В 1975 году мы начали проводить школу исцеления. С тех пор мы регулярно проводим школу. И мы начали школу исцеления, и на первом же служении в первый день приехал один человек из Оклахома-Сити, доктор Питерс, методистский служитель. Я возложил руки на него, и Дух Святой наполнил его, и он начал говорить на иных языках. Также я возложил руки на его жену. И доктор Питерс тогда выглядел как живой труп. Он был очень худой. У него был рак кожи. Все его тело было поражено болезнью. Потом, когда прошло 3-4 года, он рассказывал мне, я был в больнице в мае и июне, а школа началась в октябре. Он прошел полное обследование, сдал все анализы. Он говорил, они собирались провести сеанс химиотерапии. Я спросил у одного доктора, насколько велик процент, что это мне поможет. Он ответил мне, около 30%. Я сказал, хорошо, я пройду курс химиотерапии. Доктор сказал, вы сделали мудрый выбор. И в то же время пришел ваш журнал, в котором было написано, что будет проходить школа исцеления. И мы с женой собрались, приехали, арендовали квартиру и ходили каждый день в школу исцеления. Мы видели, что когда он приехал, то выглядел как будто вот-вот сейчас умрет. Он еле-еле дышал. И внезапно он сделал сильный вдох и начал снова полноценно дышать. Я думаю, прошло около месяца, и мы начали видеть разницу в его физическом состоянии. Он начал расцветать как цветок. Начал поднимать голову к солнечному свету. Прошло полгода, и он сказал мне, я получил. И когда он вернулся домой, то пошел в больницу и прошел обследование. И врачи не обнаружили рак у него. Болезнь полностью ушла. Если у этого человека получилось, то и у других получится тоже. И я говорю вам правду и уверяю вас, если вы будете сфокусированы и сконцентрированы на Слове Божьем довольно долгое время и будете исполнять Слово Божье, то в итоге это Слово упадет в ваше сердце. И вы начнете верить своим сердцем. Я когда-то уже рассказывал эту историю. Мы с женой были в Нью-Мексико. Мы были спикерами в субботу вечером на собрании для бизнесменов. А в воскресенье мы начали семинар веры в одной местной церкви. В воскресенье у них в здании церкви проводилось 2 служения. И на первом служении я обратился к людям, чтобы они пришли на второе служение и привели с собой неспасенных людей и отступников. И это имело результат, и люди пришли. И мы послали их в молитвенную комнату, чтобы за них там молились. Потом последовало приглашение, чтобы люди вышли вперед, для того, чтобы их наполнил Дух Святой. Неплохое количество, около 25-30 человек. Они вышли для того, чтобы Дух Святой наполнил их. И я послал этих людей в молитвенную комнату. Я сказал им, подождите меня там. Я сейчас здесь закончу и приду к вам и буду служить вам. Потом мы молились за больных и возлагали на них руки. И когда мы закончили молиться за исцеление, тогда уже мы с моей женой были уже готовы идти в молитвенную комнату для того, чтобы Дух Святой наполнил тех людей, которые ждали там. И одна женщина остановила нас. Она сказала, брат Хейген, могу ли я с вами поговорить? Я сказал, давайте только быстрее, а то мы спешим, потому что нас ждут люди. И она сказала, знаете, мне 42 года, и это первая новая пара обуви в моей жизни. Я и моя жена посмотрели на ее ступни, и да, в действительности, ее ноги были обуты в новую обувь. Потом выяснилось, она рассказывала, что она родилась с одной деформированной ступней, и одна нога была короче другой. И она не развивалась полностью и осталась такой же. И на ее неполноценную ступню делали специальную обувь на заказ. И она ходила в этой обуви. И дальше она рассказывала. Кто-то дал мне послушать набор ваших аудиокассет. На них были записи, похожие на то, что вы проповедовали сегодня вечером. И я уже потом, исходя из ее слов, понял, что этот набор кассет назывался «Серия веры». Сейчас этот набор называется «Классическая серия. Тема вера». И женщина продолжала рассказывать. Я слушала эти кассеты дома каждый день, в течение 6 месяцев. Я рождена свыше, наполнена Духом Святым, я являюсь членом Пятидесятнической церкви, но я не понимала, что вы говорили на тех записях. И только когда прошло 6 месяцев, я начала понимать. Прошло полгода, и только потом слово упало в мое сердце. Я находилась дома, никто за меня не молился, никто не возлагал руки на меня. И моя ступня вытянулась, она выросла. И теперь моя ступня совершенная, такая же, как и вторая. Всю свою жизнь я прожила с деформированной ступней. И вот в возрасте 42 лет, при прослушивании этих записей, моя нога стала полноценной. И у меня теперь 2 одинаковые ступни и ноги.
Потом она спросила меня: «Вы, наверное, знаете этого человека, он был моим пастором, и вы упоминали его имя в своей проповеди, когда я слушала ваши записи». И моя жена спросила: «Как его зовут?» Она ответила: «Это пастор, его фамилия Гудвин». И, конечно, мы знали его. Он руководил церковью в течение 23 лет. Это была церковь от Ассамблеи Божьей, Пасадене в штате Техас. И не один раз мы там проповедовали. И мы сказали: «Да, конечно, мы знаем его». Моя жена записала имя, и когда мы увидели брата Гудвина со своей супругой, то в беседе с ним моя жена сказала ему, что она знает эту женщину. И жена пастора Гудвина сказала: «Да, мы знаем ее. Это маленькая хромая девушка». Моя жена сказала: «Она уже больше не хромая». И сестра Гудвин сказала: «Да, но она была хромой, когда мы были там, в Пасадене». Мы же сказали ей, что мы видели, и люди видели ее, теперь она полностью исцелена. Слава Богу. Как же это так получилось? Слушала ли эта женщина серию проповедей неверия, которые проповедовал неверующий человек? Она даже не все понимала, плохо понимала, о чем я говорил на тех записях. И я думал о том, что произошло, когда прошло 5 месяцев. Она все еще оставалась хромой, но она продолжала слушать. И слово, в конце концов, слово из ее головы, из ее разума упало в сердце. И она начала верить сердцем. Она начала верить в Слово Божье и получила проявление того, как работает Слово Божье в ее жизни. Вы можете сказать «Аминь» на это. Много раз люди называют верой то, что не является верой. Они говорят: «Я верю в то, что я смогу получить исцеление когда-то». Вам не нужно говорить «когда-то». Время получить исцеление пришло. Сейчас. Я верю, что когда-то я буду креститься Духом Святым. Я ищу такой момент, подходящий для этого момента. Это вера, они называют это верой. Они говорят: «Да, я верю, что я смогу получить это когда-то». Но в действительности это надежда. Потому что надежда, она смотрит в будущее, она обращена в будущее, она погружена в будущее. Много раз люди, хорошие люди, замечательные люди, наполненные Святым Духом люди, они пропустили это и не реализовали это. Что они упустили и что они не реализовали? Однажды я проповедовал в одной церкви. По-человечески я бы не поехал бы туда, потому что я не хотел. Я знал обстоятельства, которые были в этой церкви. Но Господь сказал мне, чтобы я поехал и послужил там. Когда Он говорит тебе что-то сделать, то Он не спрашивает тебя, хочешь ты ли этого или нет. И поэтому я поехал. И каждое утро я проповедовал учение о вере. Вечером проповедовал об исцелении и служил больным. Это была самая тяжелая работа в мире. И у пастора той церкви была жена. Она умерла от рака в возрасте 39 лет. К тому времени, когда я там служил, ее уже не было около 2 или 3 лет. И ты едешь туда, чтобы попытаться проповедовать о вере и об исцелении вот в такой атмосфере. И это не просто, скажу я вам, служить в таком собрании. Аминь. Но если Господь сказал «делай», то ты должен делать. Он сказал мне «сделай это», и я начал делать. И я должен был учить и проповедовать. Однажды утром, в то время, когда я учил, пастор пришел на семинар. Пастор той церкви также был очень образованным человеком. Впоследствии он стал профессором греческого языка в библейской семинарии. И когда я проповедовал, то он смотрел в Новый Завет, написанный на греческом языке. И внезапно я заметил, так как до этого у него был печальный вид. Очень печальный вид. Потому что его жена умерла. И ты можешь понять это. Но тут внезапно я увидел, как его лицо стало светлее. Оно загорелось. Я благодарю Бога за то, что Он послал меня только из-за того, что я помог этому человеку. Его лицо внезапно изменилось, как будто свет вышел из темноты. И лицо не было уже печальным. Он уже выглядел другим человеком. И как только я закончил утренний урок, он подошел ко мне со своим греческим Новым Заветом в руке и сказал мне: «Брат Хейган, ты совершенно прав». И он прочитал те места Писания на греческом языке, которые я прочитал в Библии в версии короля Якова. И он сказал мне: «Я вижу это, я понимаю это». Он сказал: «Знаете, мы думали, что мы верим в Бога. Мы думали, что верим в Него». Однажды утром, когда-то я пришел сюда, в церковь, я молился за свою жену несколько часов. И потом в тот день она покинула нас. Спасибо Богу, она была спасена и пошла на небеса. И он рассказывал мне. Последние вещи, которые мне говорила жена, я думал, что это вера. Но на самом деле это была не вера. Последнее, что она мне сказала, когда я жила, то всегда надеялась получить исцеление. Я думала, что когда-то я получу исцеление. Это не вера. Вера говорит: это мое. Это мое. Я имею это уже сейчас.
Та же правда и есть по отношению к вере, к спасению, к исцелению и к Духу Святому. Есть люди, которые говорят: «Я недостаточно чист для того, чтобы быть спасенным. Мне нужно сначала очиститься, а потом получить спасение». Или же есть люди, которые говорили мне: «Ну что же, помолись за меня. Я верю, что я когда-то получу спасение». И даже были такие, которые говорили: «Я не хочу ничего делать прямо сейчас, но я надеюсь, что получу спасение». Эти люди могли умереть в любой момент и пойти в ад, но они говорили такие вещи. Надежда не приносит ответ. Я надеюсь, что получу спасение. Что ты рассказал им? Я рассказал им о том, что Слово Божье говорит: кто призовет имя Господа, тот спасется. Слово Божье — это то, что является истиной. Твердое слово веры. Однажды, в 1956 году, в январе, я проповедовал на одном собрании в Калифорнии. Мы были там целый месяц, 4 недели. Пастором той церкви был доктор Деффиэл. И в то время, в 1955 и в 1956 году, мы передвигались по стране в большом трейлере. А дети наши учились в старшей школе от университета в Оклахоме. И в то время они учились заочно, и моя жена занималась с ними. В то время мы проводили по 2 служения в день. Дети не ходили на первое служение. До 3 часов дня они занимались учебой. Мы помогали им в этом. И в один день после вечернего служения доктор Деффиэл подошел ко мне и сказал, что один человек низкого роста хочет поговорить с вами. Он является агностиком. Доктор Деффиэл сказал: я молился с ним, я сказал ему, что он спасен, и был уверен, что он спасен. Но этот человек сказал, что нет, он не спасен. Он хочет поговорить с вами. Было уже поздно, начало 1 ночи. Я чувствовал себя очень уставшим. Он ждал меня. Я сказал доктору Деффиэлу: хорошо, я сейчас встречусь с ним. Он привел ко мне этого человека и представил его мне. Этот человек пожал мне руку, и мы познакомились. Он рассказал мне, что у него был обширный инфаркт, и врач сказал ему, что он может умереть в любой момент. В тот момент ему было 72 года. И он сказал мне: если я умру и пойду в ад, если ад существует, хотя я не верю, что он есть, и если я не попаду на небеса, если они существуют, хотя я не верю в это, если это случится, то в этом виноваты будете вы. Я спросил его: кто будет виноват? Я? Да, сказал, вы будете виноваты. Вы и доктор Деффиэл. Он сказал: если вы сможете доказать мне, что Бог существует, если сможете доказать мне правоту Библии, то тогда я могу получить спасение. Я сказал: подождите. Бог не сказал: идите и доказывайте всем людям, что Бог существует. Он сказал: идите и проповедуйте Евангелие, благую весть. Иисус умер за тебя. Он воскрес, спасение принадлежит тебе. Он не говорил никому ничего доказывать. Он сказал: идти и проповедовать благую весть. Кроме этого, я сказал ему, что в Библии, в книге Евреям 11:6 говорится: без веры угодить Богу невозможно. И дальше, в остальной части этого стиха написано: ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Короче говоря, если ты приходишь ко мне, то тебе нужно уверовать в меня. И если ты не веришь, то тогда давай, пока, до свидания. Я сказал это ему и вышел на улицу и пошел к машине. Хотел сесть с нее и подъехать к трейлеру. И тут я обернулся и увидел, как этот человек стоит сзади и сжимает свой кулак. И он готовит этот кулак против меня. Бог не сказал: иди по всему миру и спорь с людьми и доказывай, существует ли Бог или нет, права ли Библия или нет. Бог сказал по этому поводу: просто проповедуй людям благую весть. Прошло несколько дней, и вот на одном утреннем семинаре доктор Деффиэл сказал мне: опять пришел человек маленького роста. И я верю, что его мнение поменялось. И он опять хочет поговорить с вами. Я сказал: я спешу, но я выделю для него время. И маленький человек пришел и опять начал говорить мне то же самое, что и в прошлый раз. Вы говорите, что есть рай, но я не верю в это. Докажите мне. Вы говорите, что есть ад, но я не верю в это. Докажите мне. Вы говорите, что Бог существует? Докажите мне это. Если вы сможете доказать мне, что Бог есть, если докажете мне, что Библия права, то тогда я смогу быть спасенным. Я прервал его и сказал: в Библии написано, в Евреям, в главе 11, в стихе 6, там написано, что нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Ты заявляешь, что ты хочешь прийти к Нему, но ты не веришь, что Он существует. Но Библия говорит, что в этом случае человек должен верить. Человеку не следует, не надо, а человек должен поверить в то, что Бог есть и Он существует. И, конечно же, ты не можешь прийти к Нему и быть с Ним. Я направился к двери и внезапно обернулся и увидел, что маленький человек показывает мне язык вслед.
Да, он так и сделал. Прошло несколько дней, и доктор Деффилд пришел и сказал, маленький человек вернулся. И доктор Деффилд сказал, я убежден, что он уже наконец-то поменялся. И в то время, когда я шел к своей машине, внезапно мне пришло желание помолиться за этого человека. И я молился со слезами на глазах. Я сказал, дорогой Господь, этот человек уже преклонного возраста, ему 72 года. У него больное сердце, и врачи сказали ему, что он может умереть в любой момент. Он может пойти в ад, но также он может попасть на небеса. И я знаю, что ты сказал, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И я процитировал его место Писания, что нам нужно идти и проповедовать Евангелие всякой твари. И также я поставил ударение на книге к Евреям 11:6. Без веры угодить Богу невозможно. И нужно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И я молился и говорил все это со слезами. Ехал домой и молился, дорогой Господь, пусть это место Писания приснится во сне этому человеку. И ночью, если он проснется, то пусть это место из Библии будет перед его глазами. И днем эти слова из Писаний, пусть они упадут из его разума в его сердце. Прошло 2 дня, этот человек появился снова. Я увидел его и заметил, что его поведение стало другим. Он стал смиренным. Он сказал мне, преподобный Хейген, я не хочу больше ничего доказывать. Все, чего я хочу, просто скажи, как мне получить спасение. Он сказал, знаете, тот стих, который вы мне дали, Евреям 11:6, я знаю, о чем он. Он сказал, последние 2 ночи мне снился этот стих. И когда я проснулся, этот стих был перед моими глазами. И днем этот стих всегда был в моей голове. Да, и все это время я размышлял над тем, что там написано. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И он сказал, я хочу, чтобы вы знали, я верю в то, что Он есть. Я верю в то, что Он есть. Я помолился за него, он повторил слова молитвы покаяния и получил спасение. И через несколько дней я возложил на него руки и молился, чтобы Дух Святой наполнил его. И он начал говорить на иных языках. Потом я возложил на него руки и молился за его исцеление. И как я уже говорил, мы пребывали в том месте в течение 4 недель. И этот человек пошел к специалисту-кардиологу. И после осмотра врач сказал ему, что у него абсолютно здоровое сердце. Самое главное во всем этом — то, что он поверил. Он сказал, я верю, что он существует. Он не сказал, я собираюсь поверить. Аллилуйя! Слава Богу! Надежда — это будущее. Вера — это сейчас. Это то, что есть сейчас. Я проводил собрание в одном городе, в штате Техас. Это было в 1953 году. В июле 1953 года. И пастор, который принимал меня, он арендовал палатку. Дневное служение проходило в церкви, а вечернее в палатке. И я начал служить и учить вечером в воскресенье. Потом в понедельник вечером и во вторник вечером мы уже провели первое служение возложения рук. Мы возлагали руки на людей, чтобы они были исцелены и наполнены Духом Святым. И один джентльмен вышел вперед, и я спросил его, почему он вышел? И он ответил, что вышел он, чтобы быть наполненным Духом Святым. Я спросил его, вы христианин? Он ответил, что является членом не этой церкви, а другой церкви в городе. Церковь называлась «Скиния веры». Я спросил, вы верите в крещение Духом Святым и в говорение на иных языках? Он ответил, да, я верю. Я спросил его, верите ли вы в то, что будете наполнены Духом Святым, когда я возложу руки на вас? На это он сказал, брат Хейген, я надеюсь на это. Я сказал, вы будете наполнены Духом Святым. Он сказал, я хочу быть наполненным Духом Святым, и я ищу эту возможность уже 13 лет. Я задал ему один вопрос. Я достал из своего бумажника 20-долларовую банкноту. В тот момент в моем бумажнике была самая большая купюра — $20. Я показал ему банкноту и сказал, представьте, что это не 20, а $100. И я хочу подарить вам эту 100-долларовую банкноту. Неужели вы скажете мне, я не знаю, получу ли я эти деньги или нет? А потом скажете, я надеюсь, что я получу эти деньги. Нет. Вы протянете свою руку и возьмете деньги. Не так ли? А он мне продолжал говорить, я ищу эту возможность в течение 13 лет, и я надеюсь. И тут я прервал его и сказал, дорогой брат, я обнял его. Я здесь, чтобы помочь тебе.
Сейчас просто наблюдай. Сядь вот здесь, на первый ряд, и смотри, как мы молимся за людей и служим им. И прямо перед нами стояла женщина. Она стояла вместе с другими людьми и ждала своей очереди. Она хотела, чтобы Дух Святой наполнил ее. Я спросил ее: «Вы христианка?» Она ответила, что является членом Баптистской церкви. Я сказал ей: «Вы понимаете, что можете стать прямо сейчас членом этой церкви, полного Евангелия? Это сделает вас настоящей христианкой. Вы получили рождение свыше?» Спросил я ее. «Брат Хейген», — ответила она, — «я знаю, что я рождена свыше. Я осознаю, что я являюсь Детем Божьим». Я спросил ее: «Верите ли вы в крещение Духом Святым? В то, что вы можете быть наполнены Духом Святым?» «Да», — сказала она, — «я верю». И у нее была Библия, и она говорила: «Я следовала за вами, когда вы проповедовали сегодня вечером. Следовала за каждым местом Писания. Об этом написано в Слове. Просто возложите руки на меня, и я буду наполнена прямо сейчас». Она положила свою Библию на край сцены. Я помолился, и только коснулся ее, и она сразу же начала говорить на иных языках. «Только возложи руки на меня», — сказала она, — «и я буду наполнена Духом Святым. Аминь». Я сказал мужчине, который сидел на стуле в первом ряду. Я сказал: «Теперь вы видите разницу между надеждой и верой?» «Да», — сказал он, — «теперь я начинаю видеть». Это было небольшое собрание. Там было несколько сотен людей. Мы проводили служение с возложением рук дважды в неделю. Во вторник вечером и в пятницу вечером. Это было вечером во вторник. И в среду он пошел в свою церковь на служение. И в четверг он опять пришел к нам на собрание. И вот наступила пятница, и мы были готовы возлагать руки на людей. Этот человек был первый в очереди. Я сказал ему: «Я вижу, что ты пришел». Он знал, что я имел в виду. «Ты пришел, чтобы быть наполненным Духом Святым». «Да», — сказал он. «И я хочу, чтобы вы, сэр, знали, я обратил свою надежду в веру. И я буду наполненным Духом Святым. Вы просто возложите руки на меня. Бог мой свидетель». И около 500 людей были свидетелями тоже. Они все видели, как я протянул руки, чтобы возложить их на него. Я положил свои руки на его лоб, он поднял свои руки вверх и сразу же начал говорить на иных языках. Он поменял свою надежду на веру. Аминь. Если вы будете побуждать людей, чтобы они меняли свою надежду на веру, то вы получите благословение от Бога. С помощью сердца человек верит. Он верит не с помощью головы. Это не вера, которая находится в голове. Вера активизируется не в голове. Одной надежды мало. Рано или поздно вам нужно сказать: «Это мое. Я имею это сейчас». Слава Богу! Слава Богу! Это мое любимое место. Этот стих поднял меня из постели, когда я был очень больным. Вытащил меня из постели смерти. Врачи говорили мне, что я умру, и у меня нет шансов. Марка 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Обратите внимание, он не сказал: «Надейтесь, что получите». Он сказал: «Верьте, что получите». Это не надежда, это вера. И я знаю, что Господь сказал мне в месяце мая в 1950 году. К тому времени прошло уже 16 лет, как я получил исцеление и встал с постели смерти. Это произошло в 1934 году. А в 1950 году Бог сказал мне: «Я хочу, чтобы ты учил о вере моих людей. Я научил тебя вере через мое слово, с помощью моего слова. Ты уже имеешь определенный опыт. Я дал возможность тебе получить такой опыт. И ты научился, ты познал веру. Теперь иди и учи мой народ тому же, чему я учил тебя». В 1933 и в 1934 году, когда я лежал в постели больной и немощный, то медицина и 5 разных моих лечащих врачей, они сказали, что у меня нет больше надежды. Нет надежды на исцеление. Но что-то внутри меня было. Я был спасен, и я являлся членом церкви. Но там в постели, когда я был болен, я заново родился. И также родилась моя новая духовная жизнь для Бога. Что-то внутри меня свидетельствовало и говорило, что я не должен умереть в таком раннем возрасте, в возрасте 15-16 лет. Я могу быть исцелен. Я говорил себе: я могу быть исцелен. Медицинская наука и лучшие врачи лечили меня. Я посещал клинику, которая являлась одной из лучших в мире. И один из моих врачей сказал мне, что с моим диагнозом еще никто не доживал до возраста 16 лет. И за 4 месяца до моего 16-летия я был полностью прикован в постели. Но что-то внутри меня свидетельствовало и говорило мне: ты можешь быть исцелен. И я понимал, что если я буду исцелен, то только с помощью Бога, так как медицина в моем случае бессильна. Я допустил ошибку, которую делают все люди. Мы просим помощи у людей, вместо того, чтобы просить Бога. Мы разговариваем с людьми. И чем больше вы разговариваете с людьми, тем больше вы напитываетесь неверием, потому что вы наполняетесь их идеями и теориями. И ты думаешь: сегодня я не смогу получить исцеление. Сегодня я не смогу получить исцеление. И я сдался. Я честно вам говорю, я лежал 2 или 3 месяца и ждал смерти. И в ноябре
а полностью я был прикован к постели с апреля месяца 1933 года, я попросил, чтобы мне опять принесли Библию. И я начал читать ее. Спасибо Богу за Дух Святой. Я читал Евангелие от Матфея. Я читал медленно. Мне потребовалось несколько недель, чтобы прочитать всю книгу от Матфея. Потом была книга от Марка. Я прочитал в 5 главе Марка о женщине, которая страдала кровотечением. Потом в 11 главе я прочитал о том, как Иисус говорил: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Я сомневался в том, что смогу получить исцеление. Я уже перестал размышлять над этим местом Писания. И только внутри меня я услышал тихий голос, который едва было слышно. Но я услышал слова: «Знаешь ли ты, что женщина, которая страдала кровотечением, эта женщина была исцелена с помощью своей личной веры?» Я сказал: «Нет, я этого не знал». И я вернулся назад, к месту, в Библии, где написана эта история. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде Его. Ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что была исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к одежде моей?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. И вот, потом в следующем стихе написано: «Иисус же сказал ей: черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от болезни твоей». Некоторые спрашивают меня: «Как ты запоминаешь места Писания?» Я их не запоминаю, я их читаю и не забываю. «Вера твоя спасла тебя». И внутри себя я услышал голос, который спросил меня: «Ты когда-нибудь слышал, как кто-то говорил: вера моя спасла меня?» Я подумал какое-то время и понял, что я не слышал этого. Я начал вспоминать все проповеди, которые я слышал. Начал вспоминать воскресную школу. Нет, никто не говорил таких слов: «Вера твоя спасла тебя». Эти слова я только слышал внутри себя. И без этих слов «вера твоя спасла тебя» нет христианства, нет церкви и нет спасенных людей. И это не мои слова, но я слышал их внутри себя. Эти слова написаны в Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Без веры невозможно получить спасение. Я сказал: «Да, правильно, это правильно». И потом голос внутри меня сказал: «Если ее вера спасла ее, то и твоя вера может спасти тебя». Слава Богу! Слава Богу! Это первое откровение о вере, которое я получил. Ее вера спасла ее, и твоя вера может спасти тебя. И теперь в заключении хочу сказать: некоторые люди просят меня, чтобы я помолился за них. Эти люди, они христиане. Я проводил когда-то служение в одном западном штате. Я увидел, как одна женщина на собрании выглядела не так, как остальные люди на служении. Ее поведение отличалось от поведения других людей. И пастор церкви, в которой я проводил служение, сказал мне, что она является членом методистской церкви. Ее муж был сенатором этого штата. Он умер и был главой городского банка, и так как их семья была владельцем банка, то после смерти его жена заняла место своего покойного мужа. Она была одна из самых богатых женщин в городе. И она стала посещать эту церковь. Была знакома с членами церковного совета. Также она купила для этой церкви мебель, ковры и другие вещи для интерьера. Однажды утром она остановила меня, когда я выходил из здания, и сказала мне: «Брат Хейген, помолитесь за меня». Я спросил: «За что именно?» Она спросила меня: «Должна ли я вам все подробно рассказать?» Я сказал ей: «Я должен точно знать, за что молиться. Что у вас за проблема?» И она сообщила мне, что у нее сильное артериальное давление. Это дало осложнение на сердце и на почки. И врачи не говорят ничего утешительного. Она сказала: «Мне 72 года, и врачи говорят мне, что ситуация в моем случае очень серьезная». Я спросил ее: «За что бы вы хотели, чтобы я помолился?» Я хотела, чтобы вы помолились за то, чтобы Бог дал мне веру для того, чтобы я могла быть исцелена. Я задал ей вопрос: «Сестра, вы христианка?» Она сказала: «Я являюсь членом методистской церкви». Я же сказал ей: «Вы можете быть членом любой церкви в этом городе. Но вот вам вопрос: вы рождены свыше?» Она ответила мне: «Брат Хейген, я знаю, что я рождена свыше, и я знаю, что я дитя Божье». «Хорошо», — сказал я. «Но вы являетесь верующей, не так ли?» «Да», — сказала она, — «я верующая». Я спросил: «Вам когда-то говорили, что верующие не верят?» «Верующие — это те, которые верят. Вы уже поверили в самое большое в своей жизни».
Она посмотрела на меня с удивлением и сказала: «Я сегодня вечером приду и выйду вперед на молитву исцеления». И вечером она вышла, и я не спрашивал, какая у нее проблема со здоровьем, так как я уже знал. Я увидел ее и сказал ей: «Да, я вижу, что вы идете». Она же в ответ сказала: «Я пришла за своим исцелением, и я буду исцелена, просто возложите руки на меня». И я возложил свои руки на нее и передал ей Божье исцеление. Также я знал, что она не крещена Духом Святым. Я сказал ей: «Вы не крещены Духом Святым». Она сказала: «Нет, не крещена». Я возложил на нее руки и сказал ей: «Будь наполнена Духом Святым». И она начала говорить на иных языках. У нее появилась вера для того, чтобы получить исцеление и наполниться Духом Святым. У нее появилась вера, я просто подвел ее к ней.